Для того, чтобы ее сюда добавить, мы перейдем на вкладку «Вставка». И следом за кнопкой фигуры идет кнопка Smart Art. Здесь у нас будет некоторое количество разных вариантов настройки того, как эта диаграмма может выглядеть. Мы с вами создадим одну из них. Давайте выберем какую. Сейчас скажу, какую мы выберем, чтобы нам это было понагляднее. Ну, вот давайте выберем иерархию и создадим какую-то вот такую вот штучку. Вот нам ее уже добавили. У нас открылось дополнительное вот такое вот окошко, в котором мы будем вводить текст этой нашей иерархии. Ну, допустим, мы с вами делаем организационную структуру, хотим визуально нарисовать, как выглядит наша организация. Первая позиция у нас в списке – это генеральный директор. Далее, вот здесь вот пусть у нас идет главный бухгалтер. Ну и далее пусть будут 3 отдела. Отдел продаж, отдел контроля качества, ну, неважно какие, условно какие-то отделы. Отдел маркетинга. Готово. Это мы заполнили те поля, которые у нас уже есть. Для того, чтобы добавить что-то, мы можем просто в любом вот месте либо плюсиком нажать, либо просто нажать клавишу Enter. Мы переходим на еще одну точку, у нас добавляется еще один блок. Он добавляется на том же уровне, что и остальные блоки. Давайте минусиком его удалим и добавим, например, вернемся вот в отдел продаж. Под него нажмем плюсик, чтобы добавить ему в его уже структуру кого-то. В отделе продаж у нас будут работать руководитель. Нажимаем Enter и перемещаем на один блок правее с помощью стрелки вправо. И под руководителем у нас будет менеджер 1, менеджер 2. Вот такая какая-то примерно структура у нас и выходит. Любую из этих позиций мы можем поднимать на уровень выше или ниже с помощью вот этих вот стрелок, повысить уровень или понизить уровень. Переместить вверх или вниз – это просто поменять местами. Это что касается наполнения этой нашей Smart Art фигуры, схемы. Давайте закроем вот это вот дополнительное окошко, и у нас здесь с вами появляются две дополнительные вкладки. Вкладка «Конструктор». И с помощью этой вкладки мы уже можем делать некоторое количество настроек. Ну, на самом деле, практически тех же самых, которые мы уже делали. Перво-наперво, что мы посмотрим, это вот эти вот кнопки «Повысить уровень», «Понизить уровень», «Вверх-вниз». Это ровно то же самое, что мы только что делали в отдельном окошке, только на ленте. Ну, давайте, допустим, менеджера 2, вот который у нас сейчас выбран, мы чуть ниже сделаем под менеджером 1. Вот так вот. Далее, вот в этом окошке мы можем поменять внешний вид этой фигуры Smart Art. Если мы выбрали какую-то не ту, мы выбрали с вами иерархия, то здесь мы можем выбрать какую-то любую другую, и она у нас поменяется на другую, но другая нам не очень подходит, правда, под ту структуру, которую мы задали, поэтому вернусь к первоначальной. Кнопка «Изменить цвета», ну, понятно, позволяет выбрать цветовую гамму. Давайте выберем что-нибудь вот в этом духе, разноцветное. И вот здесь вот мы можем выбрать такое вот визуальное отображение этих блоков. Они у нас по умолчанию плоские и без тени. Ну вот, например, давайте с тенью их чуть-чуть сделаем. Вот такой вот, ну, такие они менее плоские стали путем добавления немножко тени.
Этот урок – часть большого и более подробного курса. Записаться на курс вы можете на сайте среда31.ру.